могли Веру спросить. Hoće li da... Da počinješ? Pa da. Dejan, da uđete. Ono, da, kako bi postavili? Ja sam to nešto snimila. Što, ako nešto? Da, nema veze što ima. Ja mislim da nema ništa, sami ćete nešto lepo. Не знаю. Добрый вечер, дорогие сербские друзья. Я очень рад, что я могу вам представить два своих фильма. Один из них, как вы посмотрели, он называется «Репетиция». И второй, вот сейчас мы посмотрим, он называется «Союзники». «Союзники веры и правды». Dobro večer, dragi prijatelji iz Srbije. Ja sam srećan što mogu da vam predstavim svoje dva filma. Jedan ste već pogledali, to je film Repeticija, a drugi film je film Saveznici sa verom i pravdom. К большому сожалению, нас не очень много, но я думаю, что фестиваль сильно и духом будет развиваться, и в следующем году будет много зрителей. Nažalost, nas nema sada dovoljno, ali se nadam da će sljedeće godine biti mnogo više gledalaca i da će se festival razvijati. Если кто-то, может быть, видел фильм «Репетиция», он же был только что, да? Da. Оба моих фильма, и предыдущий, и этот, участвуют вне конкурса, потому что я здесь работаю в жюри этого фестиваля. Znači, oba filma, i Repeticija i Saveznici sa verom i pravdom, van su konkursa zbog toga što sam ja član žirija. Если у кого-то есть вопрос, хотя бы один по фильму «Репетиция», я могу ответить. Ukoliko Кто neko смотрел? ko je gledao ima pitanje za film Repeticija, ja ću da odgovorim na pitanje. Но вопросов нет. Тогда я скажу два слова про фильм «Союзники». Этот фильм посвящен событиям Второй мировой войны, и снимался он в 5 странах. Znači, ovaj film je posvećen Drugom svjetskom ratu i sniman je u 5 država. Его премьера была в 2010 году, 2 сентября, когда было 65 лет подписания Японии капитуляции, и на чем и закончилась Вторая мировая война. Znači, da je ovaj film posvećen 65. godišnjici. On je snimljen 2008. 10. je bila premijera. Aha, 2010. je bila premijera, a tada se napunilo 65 godina od kapitulacije Japana. Да, несколько лет назад мы его показывали в Белграде. Pre nekoliko godina je prikazivan u Beogradu. В Белграде и в Нови Саде. I u Novom Sadu, takođe. Вот. Но, наконец, фильм, которому 5 лет, доехал до Крушевца. I najzad film koji je star 5 godina došao je u Kruševac. Сейчас вы увидите воспоминания о войне людей, которые видели войну. Это люди разных стран, которые сидели в окопах. Sada ćete da vidite, odnosno da čujete sećanja ljudi iz raznih zemalja koji su se za vreme rata nalazili u rovovima. Самый высокий чин у одного из героев фильма – это лейтенант морского флота. Znači, najviši čin iz ovog filma je poručnik morske flote. Вы увидите в фильме русского генерала, Vidjet ćete i ruskog generala, который генералом стал потом, после войны, через много лет. koji je postao general nakon mnogo godina. Всю войну он прошел рядовым солдатом. A ceo rat je prošao kao običan redov. Да, он, в общем-то, это один единственный русский в je, фильме. on je znači jedini je on od Rusa u ovom filmu. Забегая вперед, Ako malo idemo unapred, я предвижу вопрос, почему фильм называется «Союзники», если вы увидите на экране воспоминания бывших солдат вермахта. vi
ćete da razumete zašto se film zove Saveznici kada čujete sećanja ljudi za koji su bili iz Wehrmachta. Да, но когда вы послушаете, что они говорят, станет понятно, что теперь эти люди союзники, наши союзники против войны. I kada čujete njihova sećanja, vidjet ćete da su, a i zbog toga se film tako zove, da su oni sada saveznici i protiv su rata. Да, ну что ж, я вас благодарю, желаю вам приятного просмотра и каждый раз благодарю всех, кто делал со мной этот фильм. Ja vam se zahvaljujem, želim prijatno gledanje filma i svaki tako će se nastavlja. Hvala. Hvala. Спасибо вам. Не за что. Спасибо. Teško ti ova tašna kad si natrpala u nju svega i svačeg drugog. Летопись Второй мировой войны – это миллионы судеб. Одна из них – рядового американца Жозефа Половски. В 40-х он ефрейтор, после войны – таксист. Однако была все же у этого простого трудяги странность. Из года в год 25 апреля он выходил на улицу и задавал прохожим один и тот же вопрос. «Знаете ли вы, какой день сегодня?» Люди сторонились, пожимали плечами, о знаменательной дате помнили единицы. И вот тогда Половский начинал свой рассказ о легендарной встрече на Эльбе. 25 апреля 1945 года весь мир обошла фотография двух молодых офицеров на историческом снимке «Радость». Запечатленные на фото лейтенанты 69-й дивизии армии США Уильям Робертсон и 58-й гвардейской дивизии Красной армии Александр Селивашко стали живым символом мечты о сближении Востока и Запада. Это была долгожданная встреча, победа над общим врагом, преддверие новой жизни, весна. Для солдат Великой Победы дух Эльбы, дух боевого братства, дух союзничества был жив всегда. Для Жозефа Половски, которого иные считали попросту чудаком, тот день в истории был главным в судьбе. Всю жизнь он издавал журналы, выпускал открытки, посвященные встрече союзников. Ежегодно обращался к главам государств, когда-то объединившихся в борьбе с Третьим Рейхом, направлял послания в ООН с единственной просьбой – сделать 25 апреля Международным днем памяти. Для чего же все эти старания? Почему человеку было так важно спустя десятилетия говорить и говорить о войне? Сердца ветеранов – это всемирное достояние, уникальный архив памяти, в котором хранятся живые чувства военной эпохи и подлинная правда о ней. Эта правда – прямой завет потомкам, и не прислушаться к нему значит так до конца и не понять великих уроков Великой войны. Я прошу прощения, мы вынуждены остановить, потому что этот фильм начали смотреть в другом формате. И, господин, се извинявам, zato što smo počeli da gledamo film u drugom formatu, evo samo da se tehnički... Нам нужен горизонтальный формат, а это вертикальный, поэтому вы бы сейчас увидели вытянутые лица, понимаете? Nama treba vertikalni Lica bi format, bila a ovo je- izdužena. Da. Сейчас поправить, да? Сейчас окей?
Я всегда любил море. Я вырос на море. Каждое утро стоило проснуться, я видел море, слышал море. Я не могу без моря. В армию мне не хотелось. Я мечтал о море и сказал отцу, что собираюсь пойти на флот. Его это не обрадовало, скорее огорчило. Но все же он отпустил меня. Я начал учиться, в 16 лет стал матросом. И первым кораблем, на который я попал, был тот самый танкер, что шел в Россию. Вызвался адмирал. Вы не трус, как я слыхал. Ценный груз доверен вам. В СССР среди друзьям. Только в море, безусловно, это так. Только в море, Боже, счастливый моряк. Мы дошли почти до Медвежьего острова, где конвой всегда поджидали две волчьи стаи подводных лодок. Когда мы туда подошли, поднялась метель, видеть немцев мы не могли, они нас тоже, так что нам и в самом деле посчастливилось. Нас не трогали, пока мы не дошли до Мурманска, не вошли в Кольский залив. А там началось такое, что ад раем покажется. Я испугался, растерялся, я ведь был совсем юным, но это было действительно страшно. Немцы один за другим потопили два американских корабля, которые шли совсем рядом с нами. Крики, стоны, запахи, брызги воды и все, что только можно себе представить. Два корабля погибли, а нам было приказано полным ходом идти на Мурманск. На пути была преграда, риф, и стоило пройти эту преграду, сразу оказываешься вне досягаемости. Так что корабль пошел на полной скорости. Он так дрожал, что казалось, вот-вот развалится на части. Где-то за полмили до Мурманска к нам подошел военный корабль, он должен был сопровождать нас. Но его пробила торпеда. Матросы прыгали с корабля в ледяное море. Кто-то пытался забраться на спасательный плот. Но промокшие, заледеневшие люди не могли удержаться и снова падали в воду. 158 матросов погибло. Это была трагедия. Как только мы вошли в гавань, подумали, что опасность миновала. Но где-то через час немцы стали бомбить Мурманск. Позднее, а я провел в Мурманске 7 недель, я узнал, каково жить под бомбежками. Немцы бомбили город не каждый день, а каждый час. Они подчистую стирали Мурманск, крушили его. Мы прибыли в полностью разоренный город. Но с тех пор я не перестаю преклоняться перед русскими. В ночь на 22 июня 1941 года до часу ночи я с замполитом не спали, курили, разговаривали и слышим около 4 часов утра гром страшный. Это оказалось, самолеты волнами через нас пролетали, и тут же через несколько минут канонада. Артиллерийский, минометный огонь, танковый огонь по нашему расположению. Крики о помощи, убитые, раненые. И в этой суетне, в этом страшном месиве мы смогли только 2 орудиями открыть огонь по немцам. Первый день с боями мы отходили. 2 орудия наши, которые остались на конной тяге, мы шли через одну деревню, и мне особенно запомнилось, как женщина у плетня стояла, 4 детей стояло рядом с ней, и эта женщина нам говорила: родимые, на кого нас оставляете?
И на третий день войны, 25 июня 1941 года, я с разведчиком-телефонистом выбрал удобное место и корректировал огонь своей батареей. Мы были на бугре, и кругом рожь выше пояса человека. И вдруг поднимается человек 15-20 немцев, автоматы наперевес, и кричат: «Русь, сдавайся!» Я мгновенно вырвал, как говорят, с мясом этот револьвер и ближайших двух фрицев пристрелил. Сорвал гранату одну, вторую, бросил, поднялось облако пыли, и немцы открыли ураганный огонь автоматный. В этот момент целая очередь пошла к телефонисту моему, и он и не пикнул. Мне прострелили ногу, 7,5 сантиметров кости выбили. Но я спортсменом был в свое время, любил вольтежировку, потому что училище у нас было на конной тяге. Схватил своего разведчика, как говорят, за шкирку, бросил в седло, потому что лошади там 5-7 метров от нас стояли. Сам прыгнул и через перелески чудом каким-то вырвался, несмотря на то, что нас поливали страшным огнем немцы. Я в 1944 году осенью под Белостоком встретил своего отца. Вот фотографию. Он в 216-м истребительном авиационном полку служил. Он в то время был капитаном, и я капитаном. Случайно мы встретились, и мы просидели до утра, и он мне рассказывал, что 10 сентября 1941 года в местечке Ружин расстреляли мою мать, брата и сестренку 7 лет застрелили спящей в кроватке. И мы поклялись дойти до логова фашизма. Моя мама была членом коммунистической партии Германии, и летом 1932 года мы эмигрировали в Советский Союз, в Москву. Так нам посоветовали, потому что в свое время уже, в то время уже, не в свое время, в то время, я это хорошо помню, в Эрфурте уже маршировали фашисты, ходили по улицам и кричали «Юда фрека», то есть «Жиды, помирайте». Мы еще вовремя уехали. Это был для нас такой шок, это трудно себе представить. Это мы себе представить не могли, что немецко-фашистские войскам удастся с такой быстротой преодолеть границы Советского Союза. Как сегодня помню слова: столице нашей Родины Советского Союза грозит смертельная опасность. Вот. Ну, и сегодня мне бежит, так сказать, мне становится холодно, когда я это вспоминаю. Когда я ушел, слез не было. Тетя, которая меня заменяла, мама, сказала: «Mein Junge, pass auf dich auf, мальчик мой, береги себя». Ну, вы понимаете, насколько это, когда идешь на такую войну, что это вообще-то смешно. Правда, мы не знали, что это будет такая война. Мы бы умерли, защищая Москву, но сделать многое мы не могли, потому что мы были очень плохо вооружены. Я первую настоящую винтовку получил в январе 1942 года
когда я был на Северо-Западном фронте. Но нам очень посчастливилось. Впереди нас стояли панфиловцы. Это были обученные советские войска, которые сражались насмерть. Такой город есть, водохранилище, Истринское водохранилище. Там было в свое время с Домом пионеров в Центральном, когда я еще был пионером, мы туда выезжали, катались на лодках и так далее. Все было разрушено, дома сожжены, убитые маленькие дети, которые немецкие фашистские войска перед отступлением, часть из них бросили в колодцы. Так что я там увидел, и не только я, мы увидели, что такое фашистские войска. Вы знаете, и этого нельзя забывать. Тогда был снег высотой 1 метра, и были эти холода, это было в январе, феврале 1942 года. И мы должны были скоростным походом занять деревню Павлово. А чтобы попасть в деревню Павлово, надо было пройти через маленький лесок. И вот мы пошли, и вдруг раздались пулеметные очереди. Мы все легли в этот глубокий снег, а недалеко от меня с ручным пулеметом был один мой сокурсник из первого мединститута. И вдруг я услышал выстрел и глубокий вздох. Я его открикнул, и он не ответил. Я к нему подполз, потому что был обстрел, и ему пуля попала в голову, и он лежал мертвый. А рота уже ушла вперед, и я с ним один. Что делать? Мне стало так страшно. В моей роте было 180 человек. Из них в живых осталось 3. Среди них я. Они выиграли для нас время, чтобы мы могли опомниться после Пёрл-Харбора, собрать, вооружить и обучить армию, которая должна была на деле доказать свою боеспособность. Но это время у нас появилось лишь потому, что русские заплатили за него очень высокую цену. Иначе не скажешь, потому что они одни воевали тогда с немцами. Когда мы вышли из Исландии, в конвое было 35 кораблей, и только 11 из них уцелели. Но нам повезло. Груз нашего корабля, предназначенный для того, чтобы помочь России в войне с Германией, был благополучно доставлен. Дни бежали один за другим. Нас разгрузили, все необходимое было сделано, но конвоев больше не было. Конвой ПК-17 оказался слишком тяжелой потерей. Черчилль и Рузвельт говорили, что цена слишком высока, и хотели найти иные способы для помощи России. А Сталину это очень не нравилось. И все же они понимали, они должны помогать любой ценой, чтобы Россия могла продолжать борьбу. Нам под градом вражеских пуль входит Мурманск, Ливерпуль и британский офицер носит орден СССР. Только море, безусловный сосак. Только море, Боже, счастливый моряк. My trip back was even worse. Мой обратный путь
было еще страшнее. Нас трижды торпедировали в районе полярного круга и в конце концов потопили. А тогда шел снег, очень сильный снег. И вот моя книга начинается с того, что последняя моя мысль перед взрывом, самая последняя, перед тем, как торпеда сработала, была такова. Интересно, видел ли еще кто-нибудь, как снежинки падают на поверхность торпеды, которая через минуту пробьет корабль? Конечно же, подумал я, нет. Я собрал матросов и велел им не обращать внимания ни на какие разговоры о том, что добровольцы не должны покидать корабль. Я сказал, свой долг перед кораблем вы исполнили, сделали все, что в ваших силах, и ничего больше сделать не сможете. А сейчас у вас долг перед собой. Делайте все, что можете, но только помните о правах других и не теряйте честь матросов американского флота. Теперь мне бывает нелегко. Трудно ходить, отнимаются ноги. Кожа здесь стала коричневой. Смотрите, я покажу, как высоко была вода. Тогда, в шлюпке. Я был очень сильно влюблен. Очень хотел выжить и вернуться. И мне по-прежнему кажется, что во всем, что я делал, мне помогала чья-то сильная рука. Наша задача была на южном фланге Карельского фронта по Ладожскому озеру, по берегу Ладожского озера, пробиться до границы Финляндии и вывести Финляндию из войны. Тяжелые были бои, так сказать, да. И в одном, вот если уже там ближе туда, к границе Финляндии, вот наш передовой отряд, в котором я шел, оказался перед укрепленной огневой точкой. Но мы кинулись, так сказать, вперед, чтобы как-то из-под огня выйти и так далее, и попали перед огневой точкой на 2 фугаса. Они управляемые были, как только они затянули нас туда из-под этого и взорвали их. Полегла вся ячейка, которая управление там около нас была. Наш вот весь передовой отряд, который шел, 8 человек было убито, человек 12 было ранено сразу. Я попал тоже в эту часть. Вот осколки ранили меня один в грудь, прошел между ребер, прошел легкие и остановился где-то под позвоночником. И вот очень большой осколок в ногу. Двигаться я не мог, и лежали мы на этой дороге, прямо на виду, перед огневой точкой, и они поливали нас огнем. И будучи на дороге, на этом самом, на виду, я еще получил пулю в живот, и вот руку распорол одна пуля. Вытащили нас на дорогу, и мертвых, и живых положили в один ряд. Я был без сознания, и мой сосед по 3 километра нас село было, и вместе мы с ним были в пулеметном училище, вот, сообщил своим родителям, что Сеньку мы видел, он лежал убитый. А мне повезло, я выжил, а он через неделю погиб. Мина попала в расчет пулеметный, весь пулеметный расчет был уничтожен. Когда мы истекали кровью, все-таки в нашем сознании, даже в солдатском, все-таки
было что-то такое, что мы не одни, что, так сказать, есть какие-то, что вместе с нами кто-то борется. Не пусть, может, не так активно, но мы понимали, что это большая сила, которая, проявит себя все-таки. Вот наше питание, продовольственное снабжение во многом обеспечивалось поставками наших союзников. И это мясное удовольствие все было, это тушенка, пищевые, наиболее калорийные такие добавки. Вот, например, это яичный порошок, соевые концентраты, потом концентраты другие, которые, так сказать, шли с большой энергетической мощностью. Все они были тогда из Соединенных Штатов Америки. Кроме того, одевались мы шинели. Была мечта иметь, достать английскую или канадскую шинель. Ботинки. Обувь была несносимая. Канадские и английские ботинки – это несносимый уровень, как железный. И поэтому тоже было желание, мечта получить такие ботинки. Вот когда я пришел служить, назначен был в самоходную часть, вот там вся у нас транспортная, вся хозяйственная часть, вся была обеспечена американской техникой. Это мощные эти судобекеры, даджи, машины, тягачи такие, мощные тягачи такие, так сказать, даже 3/4 тонны тяга груза. Мотоциклы вообще нас в то время очень выручали, очень сильно. Это Харлей Дэвидсон. А ведь сколько из Америки прилетело к нам различных типов самолетов. Трижды Герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин, которого Рузвельт наградил медалью Соединенных Штатов Америки за выдающиеся заслуги и назвал лучшим летчиком-истребителем союзных армий, совершал свои подвиги на американском самолете «Аэрокобра». Мы очень мало знаем о той помощи, о той роли, которую играли во Второй мировой войне Австралия, Канада и некоторые другие страны. В нашей печати не всегда достойно раскрывается роль Франции, роль генерала де Голля в нашем общем деле. И все-таки он сумел создать французскую армию и вместе с силами сопротивления одержать выдающуюся победу в освобождении Франции. Я родился в начале 23-го года. Родился здесь, в аббатстве Арден, у которого богатая многовековая история. В том числе это аббатство пережило нацистское присутствие, когда Франция была оккупирована. В Арден зародился центр сопротивления и был обустроен тайник с 4 тоннами оружия, которое было сброшено сюда парашютами. Нужно было как-то распоряжаться всем этим оружием. И, конечно, это повлекло за собой тяжелые последствия, когда в результате предательства возникли проблемы с гестапо. 15 и 16 декабря 1943 года я был в Париже. И 16 у меня появилось предчувствие, что в Арден произойдет что-то страшное. Уже 16 вечером я вернулся сюда и узнал, что мой отец арестован гестапо. Мой отец был мэром коммуны, он изготавливал фальшивые удостоверения личности для участников сопротивления и для евреев. Нужно сказать, что во Франции были пасторы-протестанты, были православные священники, которые делали фальшивые свидетельства о крещении. По всей стране 90 тысяч детей-евреев были спасены благодаря этим фальшивым бумагам. Итак, вернувшись вечером сюда, я встретился с руководителями моей организации и предложил им перепрятать тонну остававшегося здесь оружия, чтобы избежать его потери и чтобы не усугублять положение моего отца. Вдесятером на спинах мы перетащили через поля весь склад с оружием и в половине 5-го утра покинули аббатство. В 8:30 явилась гестапо, но никакого оружия не было. Тогда они стали допрашивать мою мать.
Они требовали, чтобы пришел я, но этого я сделать не мог, и они арестовали ее. Отец был отправлен в концлагерь Маутхаузен, а мать находилась в течение нескольких месяцев в тюрьме города Кан. Вся наша семья была разбросана, поскольку и моя старшая сестра, и мой брат также были участниками сопротивления. Но все же мы продолжали бороться. По прибытию в Бухенвальд после дезинфекции меня отправили в малый лагерь. Тот, что эсэсовцы называли карантинным лагерем. Карантин мог длиться 2 или 3 месяца. На лежаках в 2-3-метровом отсеке мы спали вдесятером. Мы были настолько прижаты друг к другу, что когда хотелось перевернуться, переворачиваться приходилось всем 10 сразу. Со мной произошла жуткая вещь. В какой-то момент я обнаружил, что заключенный, который был слева от меня и 10-м по счету в ряду, мертв. И я обнимал его. Так я провел ночь до 5 утра с трупом, который держал в своих руках, и каждый раз переворачивал, когда товарищи объявляли, что мы переворачиваемся. Это действительно был настоящий кошмар. Менее чем за 3 месяца до освобождения в лагерь привезли человек 20 русских. У нас было впечатление, что все они подчиняются одному парню, достаточно молодому, и по информации, которую я получил, его звали Мишка. Это имя до сих пор не выходит у меня из головы. Через 2 дня после прибытия русских у некоторых из нас был украден паёк, отложенный про запас. Тогда я пошел к Мишке и на полуфранцузском, полунемецком с помощью нескольких русских слов, которые знал, объяснил ему, что произошло. Он ответил: «Подождите, я проведу расследование». Еще через 2 дня он позвал меня и сказал: «Это наш товарищ украл хлеб у 3 французов». Он сказал: «Тот, кто ворует хлеб у товарища, ворует его жизнь. А если он своровал жизнь, он заслуживает смерти». Больше мы не видели того русского никогда. И Мишка никогда мне не рассказывал, что произошло. Это был самый впечатляющий для меня контакт с русскими. Однажды, проснувшись утром, я увидел черное небо. И не из-за туч, а из-за самолетов, бомбардировщиков. И мы поняли, настал день высадки. Это было 6 июня 1944 года. Мы были на легких судах, конечно, чтобы быстро высадиться. И вдруг, это непередаваемо, на рассвете мы увидели, как встает французский берег. Это было очень волнующе. Многие из нас давно покинули Францию, несколько лет не были на родине. И вот мы увидели, как на горизонте встает земля.
были наши первые потери, и для многих из нас крещение огнем. Потом на несколько дней огонь прекратился. Немцы изнемогли, и нам, по правде говоря, тоже нужен был отдых. Но мы ждали только одного, и это следует подчеркнуть. Мы ждали только приказа идти на Париж. Это было наше самое заветное желание. Мы все пошли воевать, чтобы освободить Париж. Первые танки, которые вошли в Париж, были части полковника Дрона, сформированные, когда мы были уже на подходе к столице. Нам нужно было как можно быстрее прийти на помощь внутренним силам, которые организовали восстание под предводительством парижских коммунистов и которые уже выдыхались. Одному из наших танкистов удалось дозвониться до родителей. Телефоны в Париже еще работали. Он успел сказать им: «Я еду, вот он я вернулся». А спустя несколько минут он погиб в бою. Это было страшно. Зрелище было необыкновенное. Все были на улице. Когда люди поняли, что пришли французы, все колокола зазвонили. Толпы наводнили город. Некоторые даже поплатились за это жизнью, так как бои еще продолжались. Париж воевал. Мы пришли, значит, на гористый такой, гористый на холм, можно сказать, где находился наблюдательный пункт командующего. Правда, он с нами не разговаривал, он послал своего заместителя, генерала Телегина. И генерал Телегин сказал нам, чтобы мы с нашей громкоговорящей установки выехали на переднюю линию, и сообщили, что через пару часов начнется последнее сокрушительное наступление Красной Армии в этой войне. Я, значит, ответил генерал Телегин: товарищ генерал, разве можно разглашать военную тайну такую? Так? Он посмотрел на меня и говорит: лейтенант, знаете, можешь, все можешь. Мы заинтересованы в том, чтобы было как можно меньше побед. Конечно, речь шла не только о том, чтобы спасать немецких солдат, но речь шла, конечно, и о том, чтобы спасать русских, советских солдат. Но все равно мы знаем теперь, что за 2 дня или за 3 дня на Зеловских высотах в этих боях погибло около 50 тысяч человек. И фактически каждый час был для нас днем рождения. Не дни, а часы. Кто не пережил подобного, не может представить, что здесь творилось. Есть много документов. Подумать только, в этом узком месте применялось 8000 русских орудий, шли танки, и наступало более 1 миллиона русских солдат. И все мы принимали здесь лежа. Это было инферно. Ураганный огонь. Насколько я помню, это длилось более часа. Тут мнения разделяются. Кто-то говорит, это длилось полчаса. Трудно сказать. Во всяком случае, нам хватило. Я прыгал из воронки в воронку в поисках своих товарищей, но находил только ошметки.
Каждый раз меня это захлестывает. Если только подумать, я стал солдатом в 17 лет, не добровольно. Уже в 18 в России меня тяжело ранило. Я думал, что война для меня закончилась. Нет, здесь нас еще раз отправили воевать. Кого только не посылали. 16-летних юнцов и пенсионеров старше 60. И все потеряли жизнь. За кого, скажите мне? За что? И потом я сижу вот так, а позади меня сидит другой товарищ. И я вот так облокачиваюсь на его колени. В какой-то миг я немного нагнулся вперед, потому что раздался взрыв. И в этот момент тот, что был позади меня, вскрикнул. Я обернулся и увидел, что осколок размером с тарелку оторвал ему оба колена. Еще один осколок попал мне в локоть. Его вывернуло, и я другой рукой вернул его на место. А потом где-то за Зиеловым нашел перевязочный пункт. Там мне наложили повязку, но рукой пошевелить я уже не мог. После перевязки я отправился в путь. Как я попал в Берлин, не помню. Я часто думал об этом. Наверное, пешком. Я был участником всего этого сценария отсюда и до Берлина. И как живой свидетель, которому много лет, могу только снова и снова просить: ради Бога, прекратите воевать, прекратите, найдите общий язык. Я так рад, что наши молодые люди сейчас имеют возможность ехать в Россию, а русские могут ехать к нам. Это важно. И я прошу нашего Господа, чтобы так и осталось. Это каждый раз очень тяжело, когда я здесь, наверху, потому что я знаю, как много моих товарищей тут погибло, и до сих пор, вероятно, не всех нашли. На немецком кладбище в Зиелове, если пойти налево, вы можете увидеть даты рождения погибших. 25-й, 26-й, 27-й. Я думаю, что там лежат даже 28-го года рождения. И на русском кладбище наверху у памятника то же самое. Ребята того же возраста. Эти молодые люди тоже хотели жить. Я думаю, когда стареешь, становишься более мягким. А тогда, после войны, у нас не было психиатров, которые бы нами занимались. Мы это глотали. Мой отец будил меня по ночам, потому что я безумствовал, опрокидывал во сне столы, занимал позицию. Никого это не интересовало. Никого. Это очень грустно. Каждый год, когда мы едем на наше немецкое кладбище и возлагаем венок, мы приходим сюда и возлагаем венок здесь. Потому что русские не могут приехать и это сделать. Но мы же честно друг с другом воевали. У меня тут есть отрывной календарь. Каждый день новое изречение. Там было написано: жизнь – это комплексный обед с большим количеством блюд. Мое поколение и я, мы дошли до десерта. Так вот, он редко сладкий на вкус. Чаще приторный, а иногда горький. Последний бой наш был при взятии Лейпцига. И вскоре мы отошли на юг, в район речушки, маленькой реки Мюлда. Это приток реки Эльбы. Вы понимаете, что обе стороны тогда вели себя очень осторожно. Я помню, мы были на джипах и ехали по немецким дорогам на восток.
И вдруг на расстоянии мы увидели всадников. Если бы не опознали мы друг друга и началась бы перестрелка, то это была бы крупная неприятность. У меня хватило присутствия духа, чтобы спохватиться и сделать снимок до встречи. Потом прошло, я думаю, минуты 3, и был настоящий контакт, то есть вы встретились. У кавалерии, у патруля было свое назначение, мы пообщались, и они ускакали. А мы продолжали ехать по направлению к реке Эльба. Там уже был организован паром через реку, и нас переправили вместе на джипах на тот берег. Там мы увидели группу офицеров, и среди них оказался главнокомандующий 58-й гвардейской дивизии генерал Русаков. Мы там переночевали, ужин был очень веселый, нас накормили хорошо и напоили так. Я помню, что на следующее утро у меня изрядно болела голова. Сразу было повышенное любопытство. Кто я, почему я, откуда я? Я всегда себя очень точно и откровенно объяснял, кто я, что я сын бывшего царского офицера, я был одновременно и русский, и американец. Конечно, я в первый раз встретился с настоящими представителями советского государства. Но я очень быстро установил, что все они русские люди, мне хорошо знакомые и мало отличающиеся от тех, кого я знал в эмиграции. Я общался как русский с русскими. Ну, конечно, чувствовалась разница даже в русской речи. Я был не знаком с советским жаргоном, например. Но это были русские люди, я их понимал, и я думаю, они тоже понимали меня. Это были встречи через такую историческую бездну. Утром 2 мая на командный пункт генерала Чукова явился генерал Ветлинг. Он был командующим германского гарнизона, или как тогда называли, обороны Берлина. Он пришел с согласием, чтобы, так сказать, все немецкие войска, которые были в Берлине, сложили свое оружие. Он написал этот приказ от руки. И мне было поручено переписать этот приказ на машинке, потому что в нашем отделении была, значит, машинка с латинским шрифтом. А текст примерно гласил так, если по-русски сказать. Наш фюрер покончил с собой, или ушел из жизни, кажется, он так написал, и оставил нас на произвол судьбы. И мы, которые, значит, дали клятву ему, теперь, значит, от этой клятвы фактически освобождены, и поэтому я даю приказ в данной, значит, обстановке сложить оружие, чтобы не было больше потерь гражданского населения, не было потерь наших войск, и чтобы немедленно, значит, все сложили свое оружие. Связи у генерала Ветлинга со всеми войсками не было в это время. И мы на нескольких машинах разъезжали по Берлину. Было так, что на этих машинах был всегда один офицер из Красной армии, из 8-й гвардейской, и один из штаба генерала Ветлинга.
Он выходил из машины в своей форме, я становился рядом, он произносил это через микрофон, значит, объявил об этом приказе. Я добавил, что да, этот приказ, так сказать, находит полную, так сказать, поддержку советского командования. И обстановка, конечно, была непростая, там могло всякое случиться, но что-то обошлось. К полудню 2 мая фактически все или почти все немецкие солдаты и офицеры сдались. Шли очень длинные колонны по улицам Берлина. И во второй половине дня, когда все это закончилось, у меня возникла такая странная идея. Я сказал, значит, водителю нашей машины и технику, который с нами был, сказал, знаете что, давайте мы поедем в тот район и к тому дому, где я жил в Берлине. А то его найдешь? Я говорю, надеюсь, что найду. А я как-то думал, если ты вступишь в Красную армию, ты будешь, наверное, одним из первых немецких иммигрантов, который сможет вернуться домой на родину в Германию. То есть у меня была абсолютная уверенность, что война закончится победой над фашизмом. Как я нашел этот дом, честно говоря, не знаю. Причем это была самовольная отлучка. Я ни у кого, так сказать, не получил разрешения на это. Тоже опасное дело, конечно. Женщина открыла и сказали, вот этот господин, он тут раньше жил. Она, конечно, страшно испугалась. Ради Бога, не отправляйте меня в Сибирь. Я ее успокоил. Вот, так что я 2 мая действительно вернулся не только в Германию, не только в Берлин, но, как говорится, полностью вернулся, даже увидел ту квартиру, в которой мы жили. Это случайно такой эпизод. И поэтому для меня этот 2 мая всегда остался как-то более важный, более памятный день даже, чем 8 мая. Мы стоим сейчас перед домом, в котором была подписана безоговорочная капитуляция германского вермахта 8 мая 1945 году. Должен вам сказать, что я первый раз этот дом видел именно 8 мая 1945 года. Утром мы получили задание поехать в дом радио в Берлине и оттуда забрать установку для записи звуков. Почему это забрать, это нам не сказали, и сказали только, что надо отвезти куда-то в Восточный Берлин, в Карскорс. Когда подъехали сюда, нам сообщили, что эта самая установка нужна для того, чтобы записать все, что произойдет во время подписания капитуляции Германии 8 мая. По полномочию Верховного командования Красной армии, по полномочию Верховного командования экспедиционными силами союзников Никто. А все повторяют.